Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 27 февраля 2019 года, 11 часов утра. Еду на спортивный комплекс «Биатлон», город Ижевск. Этот комплекс назван в честь генерал-майора Демидова, который был начальником военно-строительного управления номер 17 при Минспецстроя СССР, который и строил этот комплекс. Это была такая конверсия военного строительного управления в свое время. То есть они должны были тоже строить, кроме военных, и гражданские объекты. Но вот в этот комплекс, как говорят, Александр Макарович вложил всю душу. Он его любил. И получился он неплохо. Я его помню с начала 90-х годов, когда начали в окрестностях Биатлона, вот тут справа и слева, строить шикарные коттеджи. Это были первые шикарные, роскошные коттеджи, которые у нас в Ижевске появились. И в свое время было просто даже интересно наблюдать за этой роскошью. Но место неплохое, место красивое. Этот комплекс расположился вот на такой горке. Эта горка еще носит название Сосновый Бор. Вот гостиницу мы проезжаем. Не гостиницу, а указатель, что тут есть гостиница. Вот. Гостиница это частная, а в самом комплексе еще есть своя гостиница. В свое время было как бы тут интересно и хорошо, но со временем стало попасть сюда все сложнее и сложнее. Построили несколько заборов, сделали пропускную систему, потому что тренируются здесь профессиональные спортсмены. И лыжникам-любителям типа меня уже попасть сложнее. Нынче зима, видите, какая снежная. Вообще 19-й год очень снежный, все метет и метет. Я хотел сюда съездить, все ждал, когда погода будет хорошая, солнечная, красивая. Но нет, вот все пасмурная погода такая, и снег все идет. Огромные сугробы справа и слева. Я не знаю, сейчас меня пустят или не пустят покататься на комплекс. Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот я сейчас к нему подъезжаю. Найду где-нибудь тут место для парковки. Припаркуюсь. И попробую пойти покататься. Ну вот подхожу к зданию, административному зданию Биатлона, и что мы тут видим? Мы видим такой барьер, дверь закрыта и написано вход на КПП, контрольно-пропускной пункт, режим работы стадиона, стрельбища, и вот свободный вход только с 13:00 до 15:30. Вот такая ленточка, закрыта. Здесь у нас проход тоже закрыт. Вот. То есть все закрыто. Огорожено это все забором. Вовсю валит снег. Наверное, придется приехать в какой-то другой раз. Сегодня 3 марта, воскресенье, время 13:30. Приехал снова на биатлон. Погода шикарная сегодня. Ворота открыты. Выезжаем на лыжный стадион, будем кататься. Вот справа тут трибуны, занесенные снегом. Чуть подальше часовенка для спортсменов, которые участвуют в соревнованиях. Какие-то тут православные спортсмены ставят свечку, наверное, в этой часовенке, чтобы
выиграть соревнования. Впереди гостиница. Там есть столовая, есть кафешка. Когда-то, когда здесь вход был свободный, можно было покататься в свое удовольствие, потом посидеть, отогреться там в этом корпусе административном, покушать в этой столовой. Там так демократичные цены такие, недорого. А сейчас, вот видите, по всему периметру забор. Вот, я пойду по большому кругу. Это не совсем трасса. Основная трасса выходит вперед, а я уйду вправо. И вот фактически я буду ехать вдоль забора и покажу, ну, весь комплекс биатлона. Вот здесь лыжня коньковая кончается. Так, собственно, и для классики-то тут не шибко подготовлено, но в принципе ехать можно. Вот. Снегу нынче очень много. Я не помню таких лет снежных, давно уже. Что будет весной? Наверное, будет всемирный потоп. А сейчас самая благодатная погода для лыж. Особенно здесь, в хвойном бору сосновом. Солнышко, когда немножко начинает весной припекать, тут такой воздух шикарный. Этими сосновыми фитонцидами пахнет. Воздух звонкий, прозрачный. Прямо душа радуется. И красиво, черт возьми. Деревья все заснежены. Вот. А так вот все, видите, забор. Забор. Ну, конечно, можно через него пролезть. Вот нет колючей проволоки. И пока противотанковое РВ ничего не вырыли. И на вышках пулеметчиков не посадили. Шучу я сейчас, но, конечно, трассы готовят, а лыжники-любители их вытаптывают. Но их все-таки, видимо, обязали как-то, чтобы свободный доступ все-таки был. И это вот в этом году только так. Такой КПП, контрольно-пропускной пункт. В прошлом году еще можно было проходить, а вот нынче уже все строго. Нынче строго. Но кто хочет покататься здесь именно, все равно можно приехать и вечером. Вечером тут освещение бывает. Но оно по времени ограничено. Я не знаю сейчас, когда его выключают. Но раньше где-то выключали часов 7. И это не здесь, это по основной трассе. А я-то пойду вот все вот так вдоль забора. Ну вот тут какая-то тропинка есть. Ох, и замело нынче. Не было такого. Так, ну вот забор они тоже тут сделали. Там гаражи начинаются. Тут забор примыкает к гаражам. Опа. Дерево на трассу упало. Ну его как-то так или обходят вот слева, или форсирует напрямую. А красиво-то как. Такая аллея. Ох, здорово.
Ну вот все, такой забор продолжается. Позапрошлом году его не было, точно в прошлом году. По-моему, и в прошлом году его не было. Значит, его сделали летом 2018 года. А вот сейчас мы выйдем тут к горкам. Раньше там с дороги можно было подъезжать к этим горкам. И люди на санках, на тюбингах катались с этих горок. Сейчас увидим, если забор так вот все дальше продолжается, то уже и никто там не катается. Иду по такой тропинке, пешеходной тропинке. Лыжни тут нет. Но кто-то же ходит, я не знаю, какие-нибудь сторожа-обходчики, что ли, с колотушками. И кричат: бойся, бойся, как это было раньше в средневековых городах. Да, вот все, забор туда дальше продолжается, вон видно. Все, значит, у дороги сейчас тут машины не останавливаются. И никто не катается с этих горок. Да. Совсем комплекс изолировали от людей. Такой небольшой ветерочек дует. И снег с веток деревьев сдувает. Такая пурга какая-то снежная. Падает на разгоряченное лицо. Этот снежок так тает на разгоряченном лице, и приятно. Ну вот забор. Ну, если есть желание большое, конечно, можно через этот забор перепрыгнуть, перелезть, перебраться. Но вряд ли кто-то это будет делать. Какой смысл? Тут рядом есть лыжная база «Искра», есть снежинка, абсолютно свободный доступ, катайся. Чего ж прям тут так медом помазано, что ли? Да нет, лыжня как лыжня, ну красиво, сосны. Да, вот так все, забор будет. Я, наверное, все-таки вдоль него и пройдусь. А вот она, тюбинговая горка, про которую я только что говорил. То есть вот люди тут у дороги оставляли свои машины и катались. Но кто-то пробил дыру в заборе. И, конечно, кататься никто не катается ни на санках, ни на тюбингах. Но вот отсюда можно сюда пробраться. Выдаю такую военную тайну. Ну, я думаю, что эту дыру заделать нетрудно, ее заделают. А мы будем сейчас вот туда, в гору, забираться. По такому снегу глубокому. Вот такая пурга идет. Это ветер сдувает шапки снега с верхушек сосен. И это все сюда падает. Вот я так поднялся от этого пролома в заборе. Когда-то здесь, повторяюсь, на санках, на тюбингах мы так скатывались, и санки чуть ли не до самой дороги доезжали. Но вот сейчас этого уже нет. Вон они там качаются, сосны. Как чуть порыв ветра, так снежок сыпается с верхушек.
Продолжаю идти вдоль забора. И вот тут уже за забором видны первые коттеджи. Это действительно одни из самых первых коттеджей, которые были построены у нас еще в начале 90-х. Тогда они казались такой диковинкой. И сюда приезжали посмотреть даже и на это. На сказочные 2-3-этажные дома. Рассказывали, что в некоторых трехэтажных домах есть лифты. Ну вот как-то так. Вот такой уже тут кирпичный забор отделяет комплекс Биатлон от этого коттеджного поселка. Но люди сделали себе ворота. Ну, они ходят в лес, дышат свежим воздухом. А лес действительно здесь прекрасный, красивый. Это посадки сосновые, которые посажены были, да я думаю, лет 60-70 уже, наверное. Это где-то либо сразу после войны, либо, может быть, еще до войны. Нет, после войны, скорее всего, в 40-х годах. Вокруг всего города Ижевска были вот посажены такие сосновые боры. Они сейчас уже выросли. А так, снег падает красиво. Ну, продолжаю двигаться по внешней стороне лыжной базы Биатлон. Вышел вот уже тут на трассу. Тоже можно и коньком двигаться. Потом снова я уйду правее, трасса уйдет налево, а я уйду по внешнему периметру. Люди с собачками гуляют. Хаски там была голубоглазая. Так, а мы вот сюда правее уйдем. Весна. Уже птички вовсю чирикают. Поют. Это все-таки не воробей. Где-то там далеко трактор работает, снег чистит. Вот какие здесь сказочные места.
Смотрите, на заборе какие шапки снега. Прям боярские шапки. Как у бояр раньше были такие головные уборы. Снегу-то вообще навалит еще за март. Можно было через заборы проезжать спокойно. Еще несколько снегопадов хороших, и все занесет. Еще начало марта. Снова выбрался на трассу. Сейчас тут такой хороший спуск есть. Вон даже указатель. Лыжник съезжает с горки. Как-то я тут с навигатором приезжал. И скорость мерил. 45 км в час получилось. Хоп! Ну ничего, так катит сегодня. Несмотря на рыхлый снег. А тут еще одна горка есть. Тоже хорошая скорость здесь. Ну вот, стрельбище. Тут вот такой насыпной вал. Это
непосредственно стрельбище. Биатлонисты сюда прибегают, ложатся вот сюда на эти точки, на эти места и стреляют вот по тем мишеням. Вот такой вал сделан, чтобы, не дай бог, пули не улетели куда-нибудь. Табло электронное. Это вот место для тренеров с такими крышами, чтобы их снег и дождик мокрый со снегом не заваливал. Ну вот, собственно, мы и пробежались по биатлону. Я сегодня не брал навигатор, но я прошел по внешнему большому кругу, где-то это получается 4 с чем-то, с небольшим километра. Погода хорошая сегодня. Сейчас, наверное, еще раз прокачусь.